милый Господь, милостив к нам, Господь благ к нам, Господь не прогоняет приходящих к Нему. По милости Божией мы сегодня живы, по милости Божией есть столько здоровья, сколько у нас с вами есть. По милости Божией мы движемся, Его силой мы живем, Он поддерживает наше дыхание. Кто не пробовал вообще не дышать? Попробуйте, не получится. Посидите какое-то время, потом обязательно вздохнете, потому что Господь, как написано в Писании, поддерживает наше дыхание. Слава Богу за то, что мы есть те, кто мы есть. А кто мы? Кто знает? Дети Божьи. Аминь. Мы спасенные дети Божьи. Это разве не повод порадоваться нам? Что-то вы такие грустные сегодня. Сегодня воскресенье, нет? Завтра понедельник. Я понял. Я понял. Но это не повод не рад. Ну, Ирина, конечно, не боится. Чего? Понедельника ты не боишься? Нет, я и говорю, мы не боимся понедельника. Слава Потому Богу. что она не работает. И понедельник тоже сотворит Господь. И вторник, и среду, и четверг, и пятницу. Каждый день Он творит. Написано, что каждый день мы входим с новой обновленной милостью Его. Разве это не повод прославить и порадоваться нашему Господу? И сегодня, я надеюсь, мы в этот зал пришли, и наши сердца, они, ну, может быть, не настроены, но мы попытаемся настроить их на Божью волну. Чтобы с радостью принять то слово, которое нам сегодня приготовил Господь, чтобы с радостью прославить Его, возвысить свой голос к Нему, песнопение, в гимне. Ведь наш Бог, Он достоин хвалы, наш Бог достоин поклонения, наш Бог достоин славы от наших сердец, потому как Он великий, любящий и совершенный в своей любви. И давайте мы сейчас помолимся, а потом нас группа прославления поведет в прославление поклонение нашему Господу. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за этот вечер, за возможность здесь быть, собраться, за возможность прославлять имя Твое святое, слышать Слово, за то, что мы, Господь, дети Твои спасенные, и Ты нас объединил, Господь, в свою чудную семью. Благодарим Тебя и славим, великий Бог. И мы отдаем это служение в Твои святые руки и просим Святого Духа, Господь, на каждого из нас. Просим помазания, Господь, на всех, кто будет сегодня служить нам, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови нас сегодня на этом месте, говори к нашим сердцам, к нашему разуму, открой наши уши, чтобы слышали, Господь, во имя Иисуса. Благослови нас здесь, и будь это все прославлен и возвеличен, любящий Божий, во имя Христа. Аминь. Слава Господу нашему. Давайте славить, давайте славить. Он достоин всей чести, всей хвалы. Слава тебе. Слава тебе, Иисус. Благодарим тебя, Господь. Россияне, истинным словом
Ты под души исчезнул без следа. Нет таких, как ты, нет других, как ты. Коснись меня вновь, о мой Господь, сила моя, твоя любовь. Коснись меня вновь,
Христа. И хотелось бы сейчас помолиться за детей, за детское служение. Поэтому, дети, добро пожаловать. Идите сюда. Они уже ждут там. Идите сюда. Молодцы. Все собрались, но я думаю, что подойдите кого-то. Где наш? Мальчика нет. Где ваш? Наверное, уже убежали. Давайте встанем, молитву. Господь, Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за тех детей, которые Ты нам дал, Боже, на это малое время, Господь, чтобы мы смогли их воспитать, Ваше Боже, чтобы мы смогли в них вложить то, чего Ты, Господь, хочешь от нас, Господь. Открой нам свою волю, Боже, в отношении этих детей, как нам вести себя с ними, чему их учить, Господи, что им говорить, Боже, Отец Небесный, как нам жить, показывая им пример, Отец Небесный. И благослови, Господь, также церковь, чтобы мы смогли, Боже, если видим в чем-то нужду, Господь, другого, могли участвовать в этой нужде и жить как одна семья, Господь, благослови, Господь, прошу также благословения на учителя воскресной школы, Боже, дай всякой мудрости, знания, Господь, слово правильное в правильный момент, Боже, чтобы это слово оно достигало детских сердец, чтобы из них выросли великие мужи Божии. Благослови каждого, Господь. Благодарю Тебя и славу за все. Аминь. Сейчас начнем с воскресной школы. Слава Богу! Аллилуйя! Господь наш благ! Мы хотим исполнить еще одну песню. Вы можете ее просто послушать, можете певать с нами Божьи слова. Сейчас такая прекрасная пора. Вокруг еще белый снег, пока лежит так красиво. Господь так все создал прекрасно. Просто ходишь и радуешься, прославляешь Господа за Его творение. И этот снег, он нам напоминает о том, что, как Господь сказал, как снег грехи твои уберет, если придешь ко мне, покаешься. Мы хотим сейчас об этом спеть песню. Я помню день, когда меня нашла.
чудесные слова о том, что Христос впилил нашу душу. Петрик, Терватула, пастор Петрик у нас пришел благословить нас словом. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa ja Jumalan rauhaa teille. Желаю вам очень хорошего воскресного вечера и Божьего мира. Tänään on ollut sellainen työtäyteinen päivä pastorilla. И сегодня, как у пастора, очень наполненный рабочий день. Harvemmin sitä pääsee kahta saarnaa pitämään samana päivänä. То есть очень редко получается две проповеди в один день сказать. Tosin kun aikanaan palvelin Nurmijärvellä, joka oli pieni seurakunta, niin siellä oli monta puhetta joka viikko. Но когда служил в Нурмияре, в другой церкви, там приходилось очень много говорить проповедей. Mutta niin kuin tiedätte, täällä Lahdessa on niin paljon puhujia ja opettajia seurakunnassa, että harvemmin on näitä tällaisia kahden saarnan sunnuntaipäiviä. Поэтому в этом смысле здесь полегче в Лахте, потому что здесь очень много есть тех, кто хочет сказать, и очень много тех, кто учить, может учительствовать с кафедры. Ja sain tuossa yhdeltä läheiseltä ihmiseltä ohjeen, että koita nyt muistaa, kumpi teksti on meneillään, että et vahingossa hyppää siihen aamutekstiin kesken kaiken. И как бы надо еще сосредоточиться на том, чтобы случайно не сказать какой другой текст, чтобы не сказать того текста, который был утром. Mutta toisaalta puhuin samasta raamatun kohdasta, tai osittain samasta raamatun kohdasta tänä aamuna Vapaakirkon jumalapalveluksessa, jossa olin puhumassa. И сегодня я говорил об этом месте в Писании в Церкви Свободных, в Ладе Христиан. Ja teksti löytyy Efesolaiskirjeestä. И это в книге Ефесян, где их можно найти. Tämä viikko on ollut sellainen viikko, että kaikissa Lahden seurakunnissa on ollut tekstinä tämä Efesolaiskirjeen kohta. И на этой неделе это место Священного Писания, оно было везде, во всех церквях Лахти. Ja pidän tästä raamatun kohdasta. И мне нравится это слово. Siinä puhutaan meidän seurakuntamme yhteydestä. И здесь говорится о нашей церковной, когда все вместе, единении. Miten meidän tulee olla veljinä ja sisarina sovussa. Потому что нам, как сестрам и братьям, нужно пребывать, Rakastaa toinen toisiamme, любить друг друга, kunnioittaa toisiamme, уважать друг друга hyväksyä toisemme, vaikka olemme vähän erilaisia. и одобрять, хотя, может быть, мы какие-то разные. Ja kun viedään vähän laajemmalle tätä, niin on kristittyjä muissa kirkkokunnissa ja seurakunnissa. Потому что как бы Христос есть и в других тоже церквях. Ja myös he ovat meidän veljemme ja И sisarina. они являются нашими братьями и сестрами. Tosi me kohta käymme läpi, mikä meistä tekee veljiä ja sisaria keskenämme. И сейчас мы прочитаем, что из нас делает сестер и братьев. Se ei vielä ole se, että joku sanoo olevansa kristitty. То есть еще даже недостаточно, что кто-то скажет, что он христианин. Mutta palataan siihen, mikä meistä tekee Но надо sisaruksia. потому, что из нас делает. Teksti on Efesolaiskirjan 4. luvusta sen 7. ensimmäistä jaetta. 4 глава, 4 Ефесянам 4, 1-7. с 1 по 7. Ja jälleen saatte tässä kielikylpyä myöskin suomeksi. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamani kutsumuksen arvoisesti. Kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и всех и во всех нас,
Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Erityisesti keskitytään jakeeseen 3, И хотелось бы сосредоточиться на третьем стихе, jossa sanotaan, että pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. То есть здесь конкретно дословно сказано, так что старайся сохранить единство Духа в союзе мира. Kun siinä puhutaan säilyttämisestä, niin sehän kuvaa jotakin sellaista, mitä jo on meillä. И когда идет речь о сохранении, идет речь о том, что уже у нас есть. Kun syksyllä menette metsään ja keräätte marjoja, te voitte säilöä ja säilyttää ne vasta kun ne on kerätty, kun ne on teillä. То есть, когда, например, мы ходим в лес собирать ягоды, то мы можем их сохранять только тогда, когда они уже собраны. Tai mitä tahansa teillä onkin, te voitte vain säilyttää sitä, mitä teillä on. Или что угодно, если взять пример, вы можете сохранять только тогда, когда вы это имеете. Ihminen on välillä sellainen, että se tekee suunnitelmia ja ajattelee, että kun syksy tulee, niin minä sitten kerään monta kymmentä litraa mustikoita metsästä ja säilytän ne. Может быть, конечно, такой человек, который подумает, что вот придет осень, и я соберу очень много ягод и грибов и буду их сохранять. Ja sitten nautin niitä pitkin talvea. И буду ими наслаждаться в течение длинной зимы. Mutta joskus se jää vaan ajatukseksi. Но иногда это остается всего лишь мечтами. Ja jos ei lähdetty liikkeelle ja poimittu marjoja, niin ei talvella ole mistään. То есть, если ты не соберешься и не выдвинешься, то эти ягоды и грибы останутся там, где они растут. Ja sitten joutuu ostamaan kalliita pakastemustikoita kaupasta. И после этого ты будешь вынужден покупать дорогие ягоды и все остальное в магазине. Halusin nyt avata sen, että on tärkeää ymmärtää, kun tässä puhutaan hengen luomasta ykseydestä ja sen säilyttämisestä, että se on jo meille annettu. То есть вернемся к духу, что старайся сохранять единство духа уже в том, что того духа, который нам уже дан. Siis meillä on jo yhteys. То есть у нас уже есть это единство. Ja kristittyinä me ollaan usein hyviä säilyttämään erilaisia asioita. И являясь христианами, мы очень порой хорошо сохраняем различные дела. Meillä on paljon erilaisia tapoja, joita me haluaisimme säilyttää. И у нас может быть какие-то обычаи, которые мы очень хотим сохранить. Itse kullakin meillä on erilaisia tällaisia perinnäissääntöjä ja uskomuksia, jotka me säilytämme. В том числе различные такие поверования, которые мы заимствовали от предыдущих наших поколений, и мы их тоже хотим сохранить. Ja on hienoa, että monet asiat säilyvät ja pysyvät. И это хорошо, что многие дела сохраняются, и они остаются прежними. Mutta joskus me säilytetään asioita, jotka eivät sittenkään ole niitä kaikista tärkeimpiä asioita. Но очень часто бывает так, что мы сохраняем такие дела, которые не являются очень важными. Ja Raamattu antaa meille kuitenkin paljon asioita, jotka meidän tulee ihan oikeasti pyrkiä säilyttämään, jotka on todella tärkeitä meidän uskomme kannalta. И в Библии очень полно таких вещей, которые на самом деле Бог хочет от нас, чтобы мы их сохраняли на самом деле. Mehän haluamme säilyttää ainakin sen, että Jumalan sana on yhä edelleen se, mihin me uskomme. И мы хотим сохранить то, что Божье Слово – это то, во что мы верим. Me haluamme säilyttää yhä edelleen sen, että me uskomme kaikkivaltiaaseen Jumalaan. И мы хотим сохранить также то, что мы верим в единого, всемогущего Бога. Jumalaan, joka on luonut taivaan ja maan. Того Бога, который сотворил Tehnyt небо и ihmisen землю. omaksi kuvakseen. И тот, который сотворил человека по собственному образу. Ja mä toivon, että me haluamme säilyttää myöskin sen ymmärryksen, että vain usko Jeesukseen, Kristukseen pelastaa. И мы также хотим сохранить то понимание и ту веру, что Иисус Христос – это тот, который спасает. Ei ole muuta tietä Isän luo kuin Jeesus Kristus. И другого пути к Отцу Небесному нету, как Иисус Христос. Me haluamme yhä edelleen säilyttää sen totuuden, että ilman pyhää henkeä me emme pärjää. И мы также хотим сохранить ту истину, что без Духа Святого мы не справимся. Vaan me rukoilemme, että Jeesus lähetä meille pyhähenkesi. И мы молимся Богу, мы молимся Иисусу Христу о том, чтобы Он послал нам Духа. On paljon asioita, jotka me haluamme säilyttää, koska niiden juuri on täällä Jumalan sanassa. Ne perustuvat Jumalan sanaan. И те дела, корни, которые выходят в Божье Слово, мы хотим сохранить. Ja tänään haluan erityisesti nostaa tämän asian esille, joka Efesolaiskirjassa mainittiin. Yhteys keskenämme. То есть сейчас хотелось бы более конкретно поговорить о том, что в книге Ефесянам сказано, это единство.
Paavali opetti efesolaisia, että se yhteys pitää säilyttää. То есть Павел учил Ефесян в этом послании о том, что это нужно сохранить единство Духа. No nyt palaan siihen, että mikä meistä tekee veljiä ja sisaria keskenämme. Давайте вернемся к тому, что делает из нас сестер и братьев. Roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 15 Paavali nimittäin kirjoittaa näin. В книге послания к римлянам Roomalaiskirjeen 8. luku jäi 15. 8.15. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin huudamme, Appa, Isä. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Абба, Отче. Kenestä on tullut siis meidän isämme? То есть, кто является нашим отцом? Kun me uskoimme Jeesuksen sovitustyöhön, kenestä tuli meidän isämme? То есть, когда мы верим в Иисуса Христа, что Он примирил наши грехи, чьими детьми мы являемся? Jumala on meidän isämme. Бог наш Отец. Me olemme saman isän lapsia. И мы являемся в таком случае Ja mitä se silloin детьми tarkoittaa? Отца. И что это означает? Se tarkoittaa sitä, että me olemme veljiä ja sisaria. И это означает то, что мы между собой братья и сестры. Katsoa nyt sitä vierustoveria taas. Посмотрите друг на друга. Siinä on sinun veljesi ja Вот он sisaresi. сидит, твой брат и сестра. Siitä huolimatta, että siellä on äiti ja tytär vierekkäin, Может niin быть, olette конечно, samalla может sisaruksia. быть, мама рядом с тобой сидит, или сестра твоя. Tai äiti ja poika. Или мать и сын, но вы являетесь все равно сестрой и братом. Jumalan silmissä me olemme syntyneet hänen lapsikseen. Потому что в Божьих глазах мы родились, мы родились Его Ja детьми. siinä hetkessä, kun meistä tuli hänen omiaan, meille annettiin pyhä henki, joka todistaa, että me olemme hänen В lapsia. тот момент, когда мы, как мы знаем, произошло это, нам дан Дух Святой, который свидетельствует нам, что мы Его дети. No, mä tiedän, että te olette tämän asian tienneet jo pitkään. Конечно, я знаю, что вы это уже и так знаете, и давно. Mutta koen, että on hyvä muistuttaa, me olemme oikeasti veljiä ja sisaria Но keskenään. все-таки хотелось бы напомнить, что мы являемся братьями и сестрами. Ja silloin tullaan siihen, että meidän on joskus pysähdyttävä miettimään, mitä se tarkoittaa. И иногда мы приходим к тому, что надо остановиться и подумать, что же это все-таки означает. Jos nyt ajatellaan ihan tällaista inhimillistä perhettä, vaikka minun perhettäni, jossa on isä ja äiti ja 3 lasta. Если мы можем вспомнить, ну, просто обычные семьи, например, даже если взять, как пример, мою семью, в которой у меня есть дети, жена. Ja mä tiedän, että kun kaikki 3 lasta on hyvin erilaisia И keskenään. я знаю, что мои 3 детей, которые у меня есть, они очень разные. Yksi on vähän hiljaisempi, Один потише, toinen puhuisi loputtomasti. второй говорит бесконечно, Hänestä on siis tullut. то есть более похож на отца. Yksi on taas kaunis. Третий красивый, Hän on tullut äitinsä. она мать. Mutta he ovat erilaisia keskenään. Но они разные между собой. Ja silti he ovat minun lapsina. Но они все равно мои дети. Tai kun minä synnyin perheeseen aikanaan. И когда я в семью родился в свое время, Mulla oli 2 isosiskoa. у меня были 2 сестры старшие. Ja voitte arvata, että minua on joskus vähän kiusattu. И вы можете подумать, что меня 2 vanhempaa иногда sisarusta ja обижали. heille syntyy pikkuveli, joka on 3 ja 4 vuotta nuorempi, niin kyllä mä sain joskus kärsiä. На 3-4 года был младше, чем его сестры, и пришлось иногда даже потерпеть. Ja sitten mulle syntyy 5 vuotta mun jälkeeni pikkusisko. И через 5 лет еще после него родилась еще одна маленькая сестра. Ja hänelle sitten minä kostin sen kaiken, mitä Я isotsiskat тогда oli minulle tehnyt. я за все отомстил. Ja sitten vielä 14 vuotta myöhemmin syntyi mulle veli. Через 14 лет еще родился брат. Mutta se 14 vuoden ikäero teki sen, että meidän veljeytemme oli hyvin erilaista. Но разница в возрасте между нами, она сделала из нас очень разных людей. Minä olin hänelle sellainen kaukainen esikuva ja idoli, jota hän ihaili. Я для него был такой далекий пример и даже в каком-то смысле идол. Jouluna jälleen katselin vanhoja kuvia ja löysin sieltä kuvan, jossa minä olen ollut armeijassa. И смотрели на Рождество однажды фотографии, и нашли фотографию, в которой он был в армии. Ja silloin tämä mun nuori veli oli siis vasta 6-vuotias. И тогда только мой младший брат, ему было всего лишь 4 года.
Siinä hän seisoo eteisessä mun vieressäni, kun mä olen lähdössä armeijaan. И он стоял рядом с ним, когда он ходил в армию. Ja seisoo samalla tavalla kuin minä asennossa. И он стоял по стойке смирно. Hänellä on se mun sotilaslakkini päässä. И была шляпа вот солдатская. Ja sehän peittää korvat ja silmät ja kaikki И pienellä. она закрывала и уши, и глаза, и Ja все. tekee kunniaa kädellään И siinä. он как бы давал честь таким образом. Oli hyvin erilainen suhde. То есть это было совершенно другие отношения. Mutta kun aika on mennyt. Но по прошествии времени, Mä olen 50. я уже 50, Hän on 36. а он 36. Eikä sillä enää olekaan niin isoa merkitystä. То есть уже, в принципе, не такое большое значение в разнице в возрасте. Hän on mun veljeni ja me keskustelemme niin kuin aikuiset То keskustelevat. есть мы уже можем разговаривать как два взрослых человека, мой брат. Mutta mietimme sitä omaa perhettäni, jossa minä kasvoin pienenä, tai nyt sitä perhettä, jossa minun lapseni kasvavat. То есть две семьи, в которой я сам родился и рос маленьким, сейчас моя семья, в которой мои дети растут. Ihan samanlaisia asioita niissä on. Но дела одни и те же происходят. Perheessä sisarukset rakastaa toisiaan. В семье сестры любят друг друга. Siellä riidellään. Ну, да, не ругаются, может быть, Ja sitten taas sovitaan. но после этого мерятся, Siellä kilpaillaan. соревнуются, Siellä etsitään sitä omaa paikkaa. свое место ищут. Ja silti tullaan taas toimeen. Но все-таки нужно справляться со всем этим и идти дальше. Joskus se erilaisuutemme ahdistaa meitä. Может быть, когда-то наша разница, она нас каким-то образом Perheessä ущемляет. veljet ja sisaret saattavat ajatella asioista eri tavoin. И, может быть, в каких-то делах, в каких-то вещах мы имеем разные представления, Ja silti me yritämme tulla toimeen. но нам приходится переступать через это и вместе идти дальше. Joskus perheestä otetaan etäisyyttä. И, может быть, иногда в семье люди держат дистанцию, Se perhe ahdistaa niin kovin, että ei ole hyvä olla. и может быть такое состояние, что там не очень приятно находиться. Mutta kun ihminen viedään elämässä tarpeeksi ahtaalle, tarpeeksi kovin vaikeuksiin, Но когда жизнь приводит в очень такие тяжелые условия, niin usein käy niin, että sisarukset löytävät jälleen toisensa. и очень часто происходит так, что сестры находят в таких стесненных обстоятельствах друг друга. Ja Suomessa on sanonta, että veri on vettä sakeampaa. И в Финляндии есть такая поговорка, что кровь, она гуще, чем вода. Ja kun ehkä ystävät jättää tai ollaan vaikeissa tilanteissa, niin silloin muistetaan, mulla on veljiä, mulla on sisaria, ja käännetään heidän puoleen. Когда друзья оставляют вам в таких тяжелых ситуациях, то ты вспоминаешь, что у меня есть семья, и братья, и сестры. On normaalia, että kun lapset, sisarukset ovat pieniä, niin silloin etsitään sitä omaa paikkaa. То есть нормально, когда дети маленькие, они находят, как бы, ищут свое место, и происходят какие-то, может быть, Mutta kun me kasvamme aikuisuuteen, me opimme kunnioittamaan toinen toisiamme. Но когда мы растем и взрослеем, мы учимся уважать друг друга. Ja kaiken jälkeen voimme olla kiitollisia ja jopa ylpeitä omista sisaruksistamme. И после всего этого, что происходит в жизни, мы даже можем быть порой даже какую-то гордость испытывать за своих сестер-братьев. Näin ei aina mene elämässä. Но так, конечно, не всегда происходит в жизни. Vaan joskus on tilanteita, että sisarusten välit tulehtuu niin pahoin, ettei ole enää puheyhteydessä. Иногда, может, так происходит между сестрами и братьями такое воспаление, что никак не могут примириться. Me ollaan ihmisiä. Мы люди. Ja joskus jotkut asiat tuntuvat ylipääsemättömiltä. И многие вещи, они нам кажутся порой непреодолимыми. Ja jos sä olet tällaisessa tilanteessa, niin mä toivon, että sä voisit löytää silti sen uskon, että jonain päivänä sulla vielä välit omiin sisaruksiisi paranevat. И знаешь, если ты, например, находишься сейчас в такой ситуации жизненной, то я верю, что ты найдешь такую веру в своей жизни, что отношения между вами, они установятся, между разрушенными отношениями. Me emme voi ajallisessa elämässä kieltää sitä, että me olemme samojen vanhempien, saman isän lapsia. И мы не можем отказаться от того, что в этом времени мы одного отца дети. Eikä me voida sitä kieltää myöskään Jumalan seurakunnassa. Мы не можем это сказать, то, что мы, как бы, что в церкви то же самое происходит, что все в церкви, они братья и сестры. Ne, kenellä on henki, Те, в ком есть дух, joka todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. те, которые свидетельствуют о том, что мы дети Божьи, Me olemme
saman isän lapsia. Мы являемся детьми одного Отца. Ja Jumalan tahto on, että mekin kasvaisimme sellaiseen hengelliseen aikuisuuteen, että me olemme kiitollisia toinen toisestamme. И Божья воля в том, чтобы мы, достигнув такого состояния, мы благодарили Бога за это. Niin kuin mä sanoin, niin ei mulla aina ihan helpot välit omiin sisariini ollut. И, как я уже сказал, что у меня не всегда были очень хорошие отношения с своими сестрами. Ehkä se on jotain sellaista, jota kuvataan suomen kielessä sanalla, että oli viha-rakkaussuhde. Даже можно характеризовать отношения, что такая как вот ненавидящая любовь была между нами. Mutta kun kasvoin, Но после того, как начал расти, tulin mieheksi, и стал мужиком, tosi sitä ei vieläkään taida kaikki uskoa. в этом, может быть, еще не все верят, Mutta joka tapauksessa kasvoin но он aikuisuuteen. вырос, взрослым стал. Niin voi miten tärkeitä minun sisarukset minulle ovat. И могу сказать, что нас очень сильно, ну, как бы приобрели ценность мои. Они очень для меня важные, мои сестры. Mua 3 vuotta vanhempi sisareni on hyvin kaunis nainen. На 3 года сестра старше, она такая красивая женщина. Ja niinpä hän pääsee yhä edelleen erilaisiin mainoskuvauksiin. И она попадает иногда, ее фотографируют для рекламы. Hän saa kutsuja erilaisiin kampanjoihin ja sitten hän hymyilee milloin VR, siis valtion rautateiden mainoksissa ja milloin И ее приглашают mainoksissa. в разные такие вот компании, которые рекламируют нам VR, Призма. Siis kun tarvitaan sellaista keski-ikäistä naista. Когда нужен такой средний возраст. Ja muutama vuosi sitten kävi tällainen asia, että hän oli tällaisessa apteekkilehdessä. И однажды так получилось, что она была Hän oli в одной газете, которая была аптека. Hänen kasvonsa oli siis siinä kansikuvassa. То есть ее лицо было на обложке. Ja niinpä mä menin sitten apteekkiin. Я пришел в аптеку. Enkä tiennyt, että hän on ollut taas tällaisessa Она не kuvauksessa. знала, даже не знала, что она там фотографировала. Ja mä odottelen siellä vuoroani, että milloin mä pääsen sinne apteekkarin luo. И ждал в очереди, когда попаду к аптекарю. Ja otan sieltä lehden sellaista pinosta ja katsoin, että kappas minun sisko. Взял газету почитать, пока в ожидании, и смотрю, сестра моя. Tietenkin mulle tuli niin hyvä mieli. И так приятно стало. Ja mulle tuli ikävä mun siskoani. И даже как будто соскучился по ней. Sitten mun piti heti laittaa hänelle viesti, että vau, oot päässyt kansikuva tytöksi. Написал сообщение, что возьму эту газету с собой, дочке покажу. Ja mulla oli niin ylpeä olo omasta sisaresta. И было такое, даже гордость какая-то за свою сестру. Mutta ei se vielä riittänyt. Но это было недостаточно. Mä pääsin sinne tiskille, jossa mua palveltiin. Когда он подошел туда, где вот обслуживают стойки, Niin mä otin sen lehden. взял эту газету, Mä laitoin sen sille apteekkarin eteen näin. положил вот так перед аптекарем, Ja näytin mun sisareni kuvaa. показал так вот на эту фотографию Ja sanoin ylpeänä, и сказал: minun sisareni. моя сестра. No, apteekkari oli hyvä asiakaspalvelija. Аптекарь был очень хороший, обслуживание клиентов нормально было все. Hän oli heti tilanteen tasalla. Она сразу оказалась на уровне, то есть. Ja varmisti, että mä kävin sen jälkeenkin siinä apteekissa. И она, как это сказать, сделала так, чтобы он и после этого еще раз пришел в аптеку. Hän nimittäin katsoi minua Она посмотрела на него. ja sanoi, että onpa kauniilla naisella komea veli. Она сказала, что да, у этой красивой женщины красивый брат. Minä kävin hyvin mielelläni siinä apteekissa sen jälkeen. После этого, конечно, выходил. Ja joka kerta sinne mennessäni oli kovin ylpeä. И каждый раз, когда приходил, так было очень. Minkä takia? Почему Se даже? lähti siitä, että olin ylpeä sisarestani. То есть это было как бы начало в том, что он был очень, как бы сказать, рад за свою сестру был. Sellainen rakkauden täyteinen ylpeys täytti minut. То есть это вот любовь и такая вот, ну, в хорошем смысле гордость, я, может быть, так просто слово перевожу. Она наполнила это. Kiitollisuus siitä, mitä Jumala on meidän perheessämme И tehnyt. благодарность Богу за то, что Он совершил в их семье. Jotain tämän kaltaista Jumala odottaa seurakunnalta. И что-то подобное, что-то такое Бог ожидает от Божьей семьи. Ei Raamatussa turhaan sanota, että me iloitsemme yhdessä iloitsevien kanssa. То есть не зря же в Библии сказано о том, что мы радуемся с радующимися. Ja siellä kyllä kehotetaan sitten myöskin itkemään itkevien kanssa. Но также там и учат тому, что нужно с плачущими плакать.
On vaan niin inhimillistä, että joskus kun joku menestyy, То есть это нормально было, что если кто-то, может быть, удался в жизни, что-то у него получилось, tai joku saa enemmän kuin mitä me saamme или, может jotakin, быть, кто-то даже больше нас получил чего-то, niin meidän on vaikea iloita. но нам трудно так в этом случае радоваться, Kun sellainen kateus hiipii tuolta потому meidän что sisään. такая зависть, она внутри. Sellainen kilpailuhenki niin kuin sisaruksilla joskus, että miksi tuo toinen on saanut niin paljon. Производит такой дух, как вот соревновательный, что почему тот получил больше, чем я. Miksi tuo toinen on julkisuudessa koko ajan ja häntä kehutaan ja kiitetään. Чего этот тот все время находится в газете, какой-то там еще в чем-то на слуху, и они все время говорят, Miksi ei kukaan huomaa minua? а меня никто даже не замечает. Tämä on inhimillistä. Ну это как бы тоже, Ja se on toisaalta hyväksyttävää. это тоже, ну, можно понять. On ihan ymmärrettävää, että tällaisia tunteita joudutaan käymään velinä ja sisarina. Могут такие чувства тоже посетить, это понятно. Mutta sittenkin on tärkeää, että miten me ne tunteet käsittelemme. Но интересно то, каким образом мы с этими чувствами, что мы с ними делаем. Jäämmekö ne niiden vangiksi? То есть остаемся ли мы заложниками, Alammeko elättää sitä kateellisuutta, katkeruutta? и даем этой зависти, Ja kun meidän pitäisi iloita toinen toistemme kanssa, niin me alammekin puhua pahaa. или можем ли мы все-таки радоваться вместе с другими, или мы можем говорить о нем плохо. Tai me yritämme estää, ettei toinen menestyisi. Или, может быть, мы каким-то образом будем препятствовать, чтобы другой Ja не käänteisesti менялся. tämä voi olla sitä, kun joku epäonnistuu. И даже, как бы, может быть, перевернуть обстоятельства так, чтобы ничего не удалось у того Meidän человека. sisaremme tai velimme tarvitsisi kaikista eniten meidän apuamme silloin. То есть, может быть, в этом случае наш брат, сестра нуждается больше в нашей помощи. Me saatamme olla vahingoniloisia. Бывает даже так, что мы, вот если что-то плохое в человеке в жизни происходит, а мы радуемся. Tai syyttää siitä, että hän on tehnyt jotakin väärää ja siksi hän ei menesty. Или, например, обвинять в том, что он делает что-то неправильно, и поэтому у него ничего не получается. Ja kuitenkin Raamattu yksiselitteisesti sanoo, että seurakunnassa meidän tulisi olla yhteys toinen toistemme kanssa. Еще раз в Библии сказано, что нам нужно быть в единстве. Me emme voi muuta kuin pyrkiä säilyttämään tuo yhteys, joka Мы seurakunnassa ничего не on. можем делать другого, если мы хотим оставаться в воле Божьей, как только сохранять. Niin Raamattu meille sanoo. Так нас Библия учит. Se on meidän osuutemme pyrkiä säilyttämään rauha seurakunnassa. Это наша часть в этом, как бы сказать, стараться, стремиться к тому, чтобы сохранять мир в церкви. Ja kun on kyse hengen luomasta yhteydestä, И когда rечь идет о обществе, которое Дух создает, se on jotain paljon suurempaa kuin se yhteys, mitä ihmisillä vaan syntyy sen takia, että olemme ystäviä tai olemme jopa syntyneet это sisariksi. намного больше того, что просто как вот человеческое такое, то, что, например, друзья, какие-то еще что-то. Se hengen luoma yhteys, jonka me olemme saaneet lahjaksi uudesta syntymisen kautta, ylittää jopa kulttuuriset ja kielirajat. Потому что то общество, которое Дух создает, оно даже превозмогает те границы, например, наши культурные границы или такие вот вещи, как разный язык, другая культура и прочие вещи. Se ylittää jopa ne rajat, että meillä voi olla ikäeroa vaikka kuinka paljon. И даже те границы, которые создает разница в возрасте. Se ylittää jopa sen, että me koemme yhteyttä niiden ihmisten kanssa, joita me emme tunne ollenkaan. Может быть, даже бывает и так, что такие границы преодолевают, что мы чувствуем такое отношение к тем людям, которых мы вообще не знаем. Koska henki, jonka me koemme yhteiseksi, yhdistää meitä. Потому что тот дух, который наполняет нас и этих людей, этот дух нас объединяет. En tiedä kuinka monet teistä, kun tulitte Suomeen, koitte, että teille syntyy kuitenkin hengen yhteys, vaikka ette vielä pystyneet osallistumaan kielen tai sen kautta, että ette tunteneet ihmisiä. Не знаю, сколько из вас, приехав в Финляндию, все-таки не понимая языка и прочее, оказавшись в этой культуре, почувствовали в духе вот такое вот объединение с теми людьми, которых вы, может, даже не понимаете. Может быть, что... Minä olen kokenut monta kertaa sen. Вот я такое, например, очень часто испытываю. Mihin tahansa ulkomailla mä oon mennyt. То есть куда угодно за границу ездил, Mennyt Jumalan lasten joukkoon.
Но когда попадал в среду детей Божьих, tuntematta ketään, никого не зная. ja joskus jopa tilanteeseen, jossa ei ole yhteistä kieltä, И даже в таких ситуациях, когда не было единого языка. niin Jumalan henki vaikuttaa valtavaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Но Божий Дух, который внутри, он создавал такое ощущение единства с этими людьми. Nämä on minun veljeni ja sisariani. И такое чувство приходило, что эти и есть сестры мои и братья. Näiden kanssa mä voin ylistää. С ними мы можем прославлять, Näiden kanssa mä voin palvoa Jumalaa. и с ними мы можем служить Богу. Näiden kanssa mä voin kokea hengen yhteyttä. И мы с ними можем ощущать единение в Духе. Totta kai me ymmärrämme, että on myöskin opittava tuntemaan ihmisiä. То есть, конечно, понимаем, что нужно также научиться чувствовать людей. Sitä me tarvitsemme, että me kasvaisimme yhteisissä uskossa. И мы нуждаемся также в том, что мы возрастаем вот, среди верующих. Sitä me tarvitsemme ihan sen takia, että se on ihmisen perustarve saada todellisia ja aitoja ystävyyssuhteita. И это чувство, оно такое, знаете, это одно из основных таких потребностей получить друзей. Mutta se on mielenkiintoista huomata, miten pelkästään se, että meillä on sama henki, me olemme saman isän lapsia, tuo meidät yhteen. Но само по себе даже очень интересно то, что те люди, у которых один дух, этот дух он собирает как такое как влечение друг к другу. Siis se yhteys on meille annettu lahjaksi. То есть это дар Божий, дано нам дар. Emme me ole sille voineet mitään, että meidän on syntynyt tiettyyn perheeseen. Ei kukaan teistä valittu omaa isänsä eikä äitiä. У нас не было так в жизни, чтобы мы могли бы выбирать, в какую семью бы мы родились. Это не от нас. То есть мы не выбирали ту семью, в которой мы родимся, там отца, мать. Ja sitten siellä on alettu tutustumaan sisaruksiin. И когда вот так, ну, то есть как бы могли бы познакомиться со своими сестрами заранее. Opeteltu elämään yhdessä. Но мы с ними, как вот, оказавшись в этой семье, мы учим жизнь. Riitelemään ja antamaan anteeksi. То есть там происходит и ругань, и примирение. Me olemme siis saaneet lapseuden lahjaksi. Мы получаем вот это детство, подарок. Ja nyt meidän tehtävä on, siis se ainoa tehtävä, jota meidän tässä pyydetään, on se, että me pyrimme säilyttämään rauhan. То есть то единственное задание, которое мы сейчас вот имеем, и важное, чтобы мы sохраняли мир. Ja on muuten mielenkiintoista, että kreikan alkukielinen sana tuolle pyrkimisyydelle tarkoitti olleen innokkaita säilyttämään rauhaa. Pyrkiminen tarkoitti siis, että me olemme innokkaita säilyttämään rauhaa. То есть вот это слово, оно по-гречески, ну не знаю, как сейчас получается на 4 языка перевод, что чтобы мы как бы вот были innokkaita, это слово, оно, как сказать, кто переведет лучше меня? Mä en nyt osaa valitettavasti auttaa mitään. Поло innokkas säilyttämään rauhaa. Как по-русски? Чрезмерно старательно. И да, я думаю, что это как бы... Sama asia kuin suomalaiset on innostuneita jääkiekosta. То есть это то же самое, как вот финны, например, болеют за хоккей. Но это слово innokkas, оно как бы, знаете, как Михаил сказал, еще может быть более такое превосходное, что очень как ревность. Да, наверное. Nimittäin kun ihminen innostuu jostakin asiasta, И когда человек вот, как бы, он как вот делал такого, который зажигается к этому делу, hän syttyy sille asialle он как бы зажигается он прям, ja hän haluaa tehdä sitä. и он хочет это дело исполнить. Ja ihan oikeasti jääkiekko-katsomussa sen vaikka näkee, että ihmiset innostuu. То есть, кто заметил, что когда такие смотрят, они на самом деле. Kun Suomi tekee maalin, niin tehän tiedätte, että silloin suomalaisetkin jopa huutaa. Missään muualla ne ei huuta. То есть, как бы, ну, в этом смысле он сейчас сказал, что финны вроде тихий народ, но когда гол забьют, даже они кричат. Ja jos sä innostut jostakin uudesta asiasta, harrastuksesta tai lelusta, jonka sä saat vaikka miehet autosta tai muuta, niin silloin alkaa tapahtua. Se motivoi sinua liikkeelle. То есть, это чувство, оно мотивирует человека к действию. Например, бывает такие, что мужчина машину купил, как бы его побуждает к действию. Se innostut puutarhan hoidosta. То есть, может быть, кто-то из вас Niin sä olet valmis laittamaan
sormet sinne multaan. Когда-то ухаживал за огородом и пальцы пихал в грязь. Ja koko päivän sä teet siellä töitä. И делал там целый день эту работу. Ja sitten sä ihmettelet illalla, että mihin tää päivä hävisi. И потом вечером только удивлялся, куда этот день-то ушел. Незаметно время. Tällaista sanaa Paavali käyttää. То есть такое слово Павел использовал. Meidän tulee innostua siitä, että me säilytämme rauhan kautta sen yhteyden, joka meille on annettu. То есть слово надо старается, вот это слово именно, оно с таким сверхстаранием. Но Павел нас это слово использует, чтобы мы таким сверхстаранием сохраняли единство. Ja mä tunnustan, että mulle tämä on sellainen asia, joka mua innostaa ja sytyttää. И это дело, оно очень даже и Петр тоже пробуждает, чтобы... Kun mä kuulen, että jossakin Jumalan seurakunnassa on ihmisiä, jotka ei tule toimeen keskenään. И когда я слышу о том, что в некоторых церквях есть люди, которые не могут между собой наладить отношения, Niin mulle tulee heti sellainen tunne, että jippi, nyt mulle on töitä. я когда понимаю, да, теперь у меня будет работа. Ja mä lähden sinne selvittää ja rakentaa sitä rauhaa. И я туда иду и строю этот мир. Mutta mun on ymmärrettävä, että mun on myös itse tehtävä oma osuuteni. Но я понимаю, что в этом случае надо также построить и собственную часть в этом. En minä ole nimittäin teitä parempi. То есть ни в чем я не лучше, чем вы. Joskus minua minun veljeni ja sisareni ärsyttää. И порой меня брат и сестра раздражают. Joskus mun tekisi mieli työntää joku sivuun. Кого-то есть желание, может, толкнуть в сторонку. Unohtaa hänet kokonaan. Дальше забыть его. Hän loukkasi mua. Но он меня... Mä käännän selän hänelle. Я Minä en puhu hänelle. вообще с ним En разговариваю. ainakaan päästä enää koskaan palvelemaan Да, seurakunnassa. я больше никогда ему служить не буду. Tai tuokaa ihminen, se ei osaa mitään muuta kuin kylvää riitaa. То есть при таком поведении оно ничего другого не делает, как только насаживает дополнительный раздор. Ja sitten mä menen toisen veljen luo. Я прихожу к другому брату. Ja sanon, kuule, toi veli, se on semmoinen riina. Слушай, этот брат он вообще-то. Se koko ajan aiheuttaa vaan hämminkiä täällä Он seurakunnassa. только и причиняет всякие неприятности в этой церкви. Ja mihin mä syyllistyn silloin? И в таком случае, Mä puhun что я pahaa. делаю? Я говорю плохо другому. Mä rikon sitä yhteyttä, joka Я разламываю. Mä en kunnioita Jumalan sanaa, joka kehottaa minua innokkaasti säilyttämään hengen luoman yhteyden. Я не уважаю в данном случае Божье Слово, которое призывает меня стараться сохранять единство. Siis vaikka mä pidän siitä, että mä voin mennä rakentaa rauhaa ihmisten välille, Хотя мне нравится то, что я могу идти и строить с людьми отношения, чтобы сохранять мир. niin mun on myös valvottava itseäni. Но в этом мне нужно также как бы и на себя как бы вот этот свет обратить, чтобы просветить себя. Mulla on vähän semmoiset herkät varpaat, jos joku niille astuu, niin mä aika helposti loukkaanun. У меня, говорит, такие вот очень нежные пальцы на ногах. Если кто-то нас наступает, я очень быстро обижаюсь. Ja mä joudun usein tekemään parannusta. И очень часто мне приходится исправляться. Jumala, anna mulle into säilyttää rauhan avulla hengen yhteys. Господи, дай мне старание сохранять Божье единство. Tuossa Raamatukohdassa puhuttiin rauhan siteistä. И также в одном еврейском слове говорится о Божьих вот этих связях. Rauhahan tarkoittaa sitä, että me elämme sovussa, eikö niin? Говорит о том слово, что мы живем, как бы соединившись в примирении. Jos ajattelee, niin rauhan vastakohtanahan voisi olla jopa sota tai riita. То есть, например, противоположность этому слову – это война и разделение. Tai ainakin vähimmillään kylmät suhteet То toiseen есть, ihmiseen. другими словами, можно сказать, холодные отношения. Rauha on sovussa elämistä. Мир это соединение, примирение. Ja rauha on jotain sellaista, joka meille annetaan myöskin lahjana. И это нечто такое, что нам дано в подарок. Koska rakkaus toinen toisiamme kohtaan
luo halun elää rauhassa. И потому что любовь, она пробуждает это желание жить вот в этом как бы, мире. Kun on kyse veljesten tai sisarusten välisistä riidoista, silloinhan on kyse siitä, että ei ole enää rakkautta toinen toiseen. Когда идет речь о какой-то ругани, о чем-то между братьями и сестрами, то это говорит о том, что уже в этих отношениях нет любви. Ja meille on luvattu rakkaus, koska Jumala on rakkaus. И Бог дает нам любовь, и Бог есть любовь. Ja hänen rakkautensa tuli ilmi Jeesuksen sovitustyössä. И Его любовь проявляется в том труде, который Иисус Христос совершил. Ja Galattalaiskirjeessä Paavali sanoo, enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. И в послании Галатам сказано, что не я живу, но живет Христос во мне. Ja Kristus on rakkaus. И Христос есть любовь. Ja minulle annettiin Jumalan lapsen merkiksi Pyhä Henki. И мне дано знаком Дух Святой, что я являюсь Божьим детем. Ja Pyhä Henki on rakkaus. И Божий Дух тоже любовь. Kolmiyhteisen Jumalan kaikki jumaluuden То muodot есть троединый ovat rakkaus. Бог и все вот это как бы троединство Божие в каждом лице – это любовь. Ja kun me uskon kautta otamme Kristuksen elämäämme, И когда мы верою принимаем Иисуса Христа в свою жизнь, me olemme saaneet kokea, miten meille annettiin anteeksi. и мы испытываем, что значит получить такое прощение, Meille annettiin anteeksi kaikki meidän pahat tekot. и мы получаем прощение за все свои грехи, за все наши плохие поступки. Ja Raamattu sanoi, että ei ole suurempaa rakkautta kuin antaa henkensä toisen puolesta. И Библия говорит о том, что нет больше любви, чем отдать свою душу за другого. Tämän teki Kristus meidän puolestamme. И это Иисус Христос сделал за нас. Joten tuo rakkaus, josta syntyy rauha, on lahja, joka meille annetaan. Если это любовь, она дар, который нам дается. Siksi toivon, että me rukoilemme tänään, että me saisimme jälleen täyttyä Jumalan rakkaudesta. И поэтому мы молимся сегодня, чтобы мы были наполнены Божьей любовью. Voisimme kokea, miten meidän sydämimme laskeutuu rauha. И мы можем испытывать, каким образом наше сердце опускается, такой мир, наполняется миром. Tuota rauhaa seuraa hyvä tahto toinen toisiamme kohtaan. И через эту любовь наше сердце наполняется как бы таким вот желанием добра, как бы сделать какое-то добро другому. Ja silloin tulee se halu myöskin huolehtia, että tuo yhteys seurakunnassa säilyy. И приходит желание того, чтобы единство, оно сохранялось в церкви. Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeessä sen 3. luvussa jakeessa 14 ja 15 näin. Kolossalaiskirje 3. Книги Колоссянам, jakeet 14 ja 15. 3. luku. 3 главе, Jakeet 14 ja 15. 13, 14 и 15 стихе. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäsenenä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Joo. Больше всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Pelastuksessa meidät kutsuttiin saman isän lapsina tuohon rauhaan, jonka Jumala meille antaa. И при спасении мы как бы призваны в такое, как бы к одному Отцу в мир Его. Kyse ei siis ole jostain sellaista, että me ihmiset rakennamme jonkinlaisen organisaation, joka ikään kuin luo rauhan seurakunnan keskelle. То есть речь не идет о том, что как бы, люди вот собирают такое общество и
делают там какой-то мир такой для объединения. Tai vain käskemme, että teidän on tultava toimeen. С другой стороны, даже это не так, что просто мы командуем по приказу, вот вы теперь будете между Kyse собой on в мире lahjasta, жить. joka meille annetaan. А вопрос в том, что мы получаем подарок от Бога, то есть это дар того, что мы можем. Täytytään jälleen rakkaudesta. То есть наполняться. Otetaan vastaan se rauha, jonka tuo rakkaus meille antaa. То есть тем миром, который Божья любовь нам дает. Ja ollaan innokkaita säilyttämään yhteys seurakunnan sisällä. Будем стараться сохранять тот мир, который есть в Церкви Божьей. Voi miten mä olen onnellinen siitä, että seurakunnassa ihmiset rakastavat toisiaan. Какой же я счастливый от того, что в Церкви люди любят друг друга. Ja siihen rakkauteen kuuluu se, että joskus kun tehdään väärin, И в эту любовь также будет то, что если иногда кто-то делает что-то неправильно, pyydetään anteeksi, просим прощения annetaan anteeksi, и даем прощение. opetellaan jälleen sovussa elämistä. И учимся тому, как жить вот совместно. Mä kerron teille lopuksi yhden esimerkin. И прочитаю вам еще расскажу вам еще один пример. Mun elämässä oli joskus sellainen tilanne, että yksi ihminen tuntui aiheuttavan mulle jatkuvasti pahaa mieltä ja harmia. Был однажды человек в моей жизни, который, как мне казалось, он все время причинял какие-то неприятности. Sanoi hän mitä tahansa mulle, niin mä aina loukkaan. И что угодно говорил, я всегда обижался. Joskus hän sanoi väärin, mutta joskus mä olin vaan niin herkkä, että loukkaannuin. Иногда он, может быть, и неправильно говорил, но было также и такое, что я был слишком восприимчив. Ja hän oli vähän niin kuin vanhempi veli mulle ikänsä puolesta ja elämänkokemuksensa puolesta. И он был старше меня, намного брат, и по возрасту, и по жизненному опыту. Ja sitten tuli sellainen tilanne, että oli tuollainen hyvin haasteellinen keskustelu hänen kanssaan. И однажды была такая ситуация, что был очень такой напряженный разговор. Ja tapahtui sellainen asia, että meidän välillä tuli sellainen törmäys, jossa molemmat satutettiin itsemme henkisesti todella pahoin. И так произошло в этом разговоре, что такая спичка как бы произошла словесная, в которой мы обидели друг друга очень сильно. Hän loukkaantui minuun Он меня обидел, ja minä loukkaannuin häntä. а я его. Ja kyseessä oli oikeasti se, että meidän olisi pitänyt isoja asioita kyetä johtamaan yhdessä. И было на самом деле так, что большие дела нам нужно было вести вдвоем. Älkää nyt miettikö, ei se tapahtunut Lahdessa, Он не думает, это не в Лавте произошло, в другом месте. vaan se tapahtui yhdessä kristillisessä yhteisössä, jossa mä tein töitä. Это произошло в одном из христианских таких вот, где они делают работу. Ja kävi niin, että tuo riita laajeni ja muita ihmisiä alkoi tehdä puolueita. Kuka oli hänen puolella ja kuka minun И puolella. когда это, сказать, вот это их расширилось, конфликт, то те люди, которые окружали, им пришлось выбирать, кто на чьей стороне оставался. Ja hän oli tuossa yhteisössä johtaja. Hän oli johtaja. И он был директором. Ja kävi niin, että kun puolueet taisteli, niin minusta tehtiinkin johtaja hänen tilalleen. И когда происходил вот этот раздор, то вместо его сделали его первый директор. Ja voitte arvata, että siinä vaiheessa ihmissuhteet oli aika tulehtuneet. И можете себе представить, насколько были воспалены вот эти вот отношения между людьми. Kumpikin meistä tiesi, mikä Jumalan tahto on. Eläkää sovussa. Каждый из нас знал, в чем есть воля Божья. Säilyttäkää rauhan siteen yhteys. Что Божье Слово учит тому, что живите в мире, сохраняйте это единство. Ja kumpikin yrittää tehdä työtä ja soitellaan ja keskustellaan. И мы все старались только работу делать, все звонили, разговаривали. Ja loppujen lopuksi kävi niin, И в конце концов произошло так, että ne keskustelut johtivat siihen, что эти разговоры пришли к тому, että puolin ja toisin ihan sydämestä pyydetään anteeksi. что мы как бы половина, как будто те и те попросили друг у друга прощения от всего сердца. Ja myös annetaan anteeksi. И дали это прощение.
Ja niin kuin kerroin, mulla oli ollut tämän henkilön kanssa vuosikausien ajan sellainen suhde, että mun oli vaikea olla hänen kanssaan. Хотя было очень продолжительное время, что очень было трудно. Joku rikkinäisyys minussa aiheutti sen, että sen tuntui sellaiselta kovalta johtajalta, joka käskee ja määrää. Почему-то казалось так, что он такой директор, который только приказывает, только указывает постоянно. Ja oman rikkinäisyyteni tai ehkä nuoruutenikin takia mä olin kuin siili, joka nosti aina piikit pystyyn. И сам такое поведение было, как какой-то ежик, когда иголки выпускает, против этого. Mutta mitä tapahtui siinä, kun tuo riita kärjistyi noin isoksi? Но что произошло тогда, когда этот раздор пришел очень Tapahtui se, että me jouduttiinkin tekemään ihan oikeasti työtä sen eteen, että yhteys kaiken jälkeen palautuu ja säilyy. То есть пришлось очень серьезно поработать над тем, чтобы восстановить вот это единство. Mitä siitä seurasi? Что сопровождалось в течение всего. Tulee päivä, Пришел день, jolloin me jälleen istutaan jossakin yhdessä. где мы sидели опять где-то в каком-то месте вместе. Yhtäkkiä mä katson tuota miestä. И я посмотрел на него, Ja mun sydämeni täyttää rakkaus. и мое сердце наполнило любовь. Rakkaus, joka sai aikaan syvän kunnioituksen tuota miestä kohtaan. И как бы через эту любовь пришло такое уважение к этому человеку. Se, mikä mun asenteessani on ollut väärää, oli se, että mä en ollut koskaan osannut häntä kunnioittaa. Наверное, то, что было во мне, ошибочно, что я никогда не испытывал уважения к нему. Johtui se sitten minun kasvamattomuudesta tai rikkinäisyydestä tai Не luonteesta. знаю, от чего это происходило, может быть, там какие-то там свои причины были. Mulla ei ollut koskaan kunnioitusta tätä ihmistä kohtaan. Но никогда не было уважения к этому человеку. Näiden meidän keskustelujen jälkeen Только после вот этих вот разговоров mä yhtäkkiä näen miehen, я вдруг увидел этого человека, mun veljen, что он мой брат, mua vanhemman, что он старше, kokeneemman. и у него опыт больше. Ja mulle syntyy syvä kunnioitus tätä miestä. И тогда у меня проснулось такое вот уважение. Tulee seuraava kerta, kun tälle yhdistykselle valitaan johtajaa. И в следующий раз, когда в этом обществе выбирали директора, Tiedättekö mitä tapahtuu? знаете, что произошло? Tämä mies nousee ylös Он встал ja sanoo, и сказал, hän on oppinut kunnioittamaan tätä vähän nuorempaa veljeä. что он научился уважать вот этого молодого брата. Ja hän esittää mua, että minä jatkan johtajana. И он как бы представил Петре и сказал, что он будет продолжать. Ja kertoo, miten hän haluaa tukea sitä minun johtajuuttani. И он хотел поддержать его, как бы, вот этого директорства. Tänä päivänä tuo mies on sellainen mies, И сейчас этот человек такой, että jos mulla on joku vaikea asia, если у меня какое трудное дело, mä tarviin tukea, и я нуждаюсь в поддержке mä tarviin apua. и помощи, Mä tiedän, että hänen puolestaan mä voin kääntyä. я знаю, что к нему я могу всегда обратиться. Miksi? А почему? Jumala antoi lahjaksi rakkauden avulla rauhan, То, что Бог дает дар такой, yhteyden что человек может быть в мире, ja halun вместе, kunnioittaa. и желание уважения. Älkää pelätkö sitä, että joskus me törmätään. То есть не бойтесь того, что иногда мы можем даже столкнуться. Älkää pelätkö sitä, että joskus tulee veljesten ja sisarusten välillä riitoja. И не надо бояться того, что может быть какие-то даже конфликты. Ainoa asia, mitä teidän tulee pelätä, Одно дело, которого вам нужно бояться. on se, että jos te ette enää halua pyrkiä edes yhteyteen. То есть больше всего нужно бояться того, что мы даже как бы нежелание, так сказать, к этому соединению. Silloin on kyse paatumuksesta, joka teidän elämässänne on. Тогда есть как бы вопрос о том, о каком-то таком вот препятствии, которое в вашей жизни есть. Ette enää edes halua tehdä parannusta. Потому что если ты даже не хочешь, как бы сказать, Voiko tietää sitten, miten monta kertaa mä olen joutunut pyytämään anteeksi? измениться. И вы знаете, было много в жизни таких моментов, в которых мне пришлось просить прощения. Ja kuinka monta kertaa olen saanut Jumalan armon avulla antaa anteeksi? И было очень много также такого, что как по Божьей милости я получал прощение. Ja muuten aika mielenkiintoinen havainto on se, että ne ihmiset, joiden kanssa on kaikista eniten hankaluuksia, И очень интересно также то, что те люди, с которыми было намного больше вот таких вот конфликтов,
Ne mun veljeni ja sisareni, jotka on kaikista haastavimpia. Те братья и сестры, которые были очень сложные, Loppujen lopuksi heistä tulee kaikista rakkaimpia. в конце концов, это были самые любимые мои братья. Koska siellä on jouduttu avaamaan jotakin itsestään. Потому что, как бы сказать, получается открывать что-то такое в себе. Siellä on opeteltu luottamaan. И в таких конфликтах еще также научился доверию Ja näiden kautta on opittu myöskin kunnioittamaan. и уважению. Ollaan innokkaita säilyttämään yhteys, jonka Pyhä Henki on meille antanut. Стараемся сохранять то единство, которое Бог дает. Aamen. Аминь. Herra, me haluan siunata ihan jokaista täällä olevaa. Боже, хочу благословить каждого, кто здесь находится. Herra, sä tiedät, minkälaisia me olemme. И ты знаешь, какие мы. Herra, sä katsot minua ja tiedät mun keskeneräisyyden. И ты знаешь меня и знаешь мои недостатки. Herra, sä tiedät sen, miten herkkä mä oon loukkaantumaan. И я могу очень легко обижаться. Herra, sä tiedät, miten mä olen nopea sanomaan kovia sanoja. И быстро могу наговорить всякого. Herra, sä tiedät, miten Herra, mä joskus kannan sisälläni kaunaa ja kannan kateutta ja katkeruutta. И знаешь, что много негативного несу в себе и зависти и прочего. Herra, kun joku on mua kohtaan tehnyt väärin. И когда кто-то делает против меня что-то неправильно. Herra, sä näet, että joskus on vaikea iloita niiden kanssa, jotka menestyy. И трудно радоваться за тех, у кого что-то получается. Ja Herra, joskus sä näet, että mä kohtelen kylmästi niitä, jotka tarvitsisi ihmisten rinnalleen surun hetkellä. Также, Господи, ты знаешь, что ты такой человек, который нуждается в том, в таких людях, которые принимают, так сказать. Kiitos Jeesus, että mä tiedän, että sä olet armollinen minua kohtaan. Но также благодарю Тебя, что Ты, Господь, Sä olet armollinen jokaista kohtaan täällä. и Ты, Господь, ко всем здесь. Herra, kiitos siitä, että me saamme jälleen tehdä parannusta. И мы можем, Господь, справляться. Me saamme tunnustaa syntimme. Мы можем признаваться в своих грехах. Me saamme tunnustaa keskeneräisyytemme. И мы можем признаваться в том, что мы Me saamme tunnustaa sinulle hankalan luonteemme. также признаваться в том, что мы, может быть, имеем очень плохой характер. Ja Herra, me pyydämme, että vaikuta sinä meissä. Просим, Господь, Тебя о том, что Ты, Боже, Ты в нас действуй. Herra, että tuo rakkaus antaisi meidän elämään rauhan. И пусть любовь Твоя даст нашу жизнь мир. Ja tuon rauhan avulla me haluamme säilyttää yhteyden seurakunnan sisällä. И через этот mир желание Me haluamme säilyttää yhteyden myös niihin kristittyihin, jotka ovat eri seurakunnista. Также Боже, дай нам любовь тем, кто находится в других церквях. Koska jokainen, joka on uudesti syntynyt, on meidän veljemme ja sisaremme. Потому что каждый, кто родился свыше, Herra, opeta meidät kunnioittamaan toinen toisiamme. также, Боже, помоги нас уважать друг друга Hyväksymään toinen toisemme sellaisena kuin me olemme. и принимать такими, какими мы есть. Herra, tee meistä yhteyden rakentajia. Создай из нас, Господь, таких, как бы, Vaikuta sinä meissä, että meistä tulee innokkaita säilyttämään tuo yhteys. сделай нас таких, Господь, которые будут стараться сохранять это Твое единство. Mutta Herra, ei niin, että me näemme vain virheitä toisissa, Только не такими, которые будут видеть только недостатки друг в друге, vaan me myöskin pysähdymme sinun pyhän henkesi vaikutuksesta, Herra, tutkimaan itseämme. но также, Боже, под воздействием Духа Твоего Святого мы будем заглядывать прежде всего в себя Omia asenteitamme ja motiiviamme. и проверять свои мотивы. Jeesus, mä haluan siunata jokaista, joka on nyt täällä loukkaantuneena tai pettyneenä. И если, Господь, есть в этом зале тот, кто, может быть, чувствует себя Herra, kiitos siitä, että sä annat sellaisen uskon hengen, että asiat järjestyvät. Ты, Боже, даешь, Господь, эту веру, что все дела наладятся. Ja annat meille anteeksi antavaa mieltä toinen toisiamme kohtaan. И дашь Ты, Господь, нам такой дух прощения к другу. Tätä mä pyydän sinun nimessäsi. И я прошу это во имя Твоего имени. Aamen. Аминь. Ja vielä koen yhden asian. Еще вот одно дело хочу сказать. Tämä on nyt sanoma jollekin teistä. Это такое слово, которое кому-то из вас. Sä tiedät, mitä sinun on tehtävä jossakin ihmissuhteessasi. Ты знаешь, что нужно делать по отношению к кому-то. Mä en tiedä, kuka teistä nyt ymmärtää, mutta ota vastaan tämä sana. Ну, не знаю, кто из вас, но возьмите это слово, примите. Jumalan tahto on, että tämän päivän aikana menet ja pyydät anteeksi. Бог хочет, чтобы ты в течение этого дня пришел, просил Бога прощения. Saat kokea, miten sulle annetaan anteeksi. И ты испытаешь, что такое, значит, получить это прощение.
Ja saat kokea myöskin, miten sä itse kykenet vapautumaan anteeksi antamattomuudesta. И освобождение, и почувствовать освобождение. Mutta sun tehtävä on lähteä liikkeelle. Но твое дело пойти. Mennä ja pyytää anteeksi. Иди и попроси. Ja tulet näkemään, miten Jumala tulee sinun Видишь, что uudella Бог tavalla может sinun elämäsi. сотворить твою жизнь. Älä viivyttele. То есть не жди. Jumalan aikataulu on, tee se tänään. Божье расписание сделать для него сегодня. Aamen. Аминь. Сейчас соберем добровольное пожертвование во время прославления.
Тебя благодарю, Господь. Славим Тебя, Господь. Ты один достоин, Господь, всей славы. Слава Господу, садитесь. Есть некоторые объявления, которые будут касаться июля месяца, то есть мы уже заранее знаем уже теперь дату проведения нашего лагеря. Она будет 3 дня, в конце июля, 29, 30 и 31 числа. Как обычно, заезд в пятницу, продолжение в субботу, окончание в воскресенье. И я спросил, что насколько вот этот график, он для нас, так сказать, понятное дело, что это уже определенная традиция сложилась, что мы как бы не празднуем. Ну, с одной стороны, это праздник, конечно. Вот у нас лагерь проходит 4 дня. Может быть, 4 дня кому-то хотелось сюда. Как вы думаете? Не слышали. Что ты спросил, мы не слышали. Кто хочет? 3 дня лагеря. 29, 30, 31, как обычно. Может, кто-то бы хотел 4 дня, что ли? Это с четверга или плюс четверг или плюс понедельник? Не, четверг. Например, четверг. Да. Чем больше, тем лучше. Почему нет, конечно? А что, Или всегда мало. по деньгам? Да нет.
Там не получается на благодарность на самом деле. Там где 3, там и 4. День заезд, день выезд. 3 дня получается. Ну да, то есть. Мы тогда так договорились с тем, что если он не успеет предыдущий лагерь закончить раньше, то есть если один день получается, то у нас будет возможность заехать уже в четверг. Ну, с этим днем, с четвергом мы определимся ближе к делу. Но, по крайней мере, эти 3 дня вы можете уже для себя в свои календари занести, что будет лагерь. По поводу организации, там нужно будет еще очень много вопросов решить, потому что из года в год усложняется. Бумажная волокита, охрана, безопасность и прочие вопросы, они появляются. И посмотрим потом, у кого будет желание участвовать, например, в безопасности и в организационных вопросах нужно будет пройти обучение. Там, в этом году нужно будет бумаги заполнять по пожаробезопасности, еще почему-то, и пройти обучение по пожаротушению и еще вопросы помню точно. То есть мало того, что мы что-то заполним, что-то о чем-то будем знать, проговорим, еще нужно конкретные курсы будет пройти. Курсы может быть два раза по несколько часов. Однако нужно знать некоторые вещи, познакомиться. И думаю, что в будущем те, кто пройдет курсы в этом году, они будут уже в следующем году готовы на то же самое служение. Такая информация. Ну, в общем, больше у меня ничего нет, никаких новостей. Если у вас есть какое-то объявление, добро пожаловать. Ирина, у тебя есть объявление? Ирина, у тебя есть объявление? Я уже вижу. Какое у меня объявление? Я уже все спрашиваю. Вот по поводу, вот, например, мы собирались в Дьяконетау идти. Ты уже, я слышал, что узнал там. Так мы же уже с Владой договорились, что она просит Ольгу Тимофееву, и я, вот мы втроем пойдем, потому что Валю Чекечину я как бы спросила, ты с ней хорошо работала, а ты как у нас руководитель, и мы тогда во всем договоримся. Вон они, руководители, сидят, а я говорю. Ладно, давайте встанем, помолимся, попросим Божьего благословения. Что? Боже, Отец Небесный, Господь, мы благодарим за Твою милость, Господь, за Слово Твое, за то, что мы можем собираться, Боже, прославлять Твое имя здесь. Господь, благослови наше общение после собрания, Господь, чтобы у нас вопросы не оставались стоять, но чтобы они решались и шли вперед, Господь. Дай мудрости, Боже, дай всего того, чего нам как бы не хватает, Господь, в жизни. Благослови, Боже. Благослови грядущую неделю. Благослови, Господь, общение на неделе, Боже. Группу домашнюю, Господь, благослови. Во всех Твоих поддержках и благословениях мы нуждаемся. Что? И молитвенную группу. И молитвенную, конечно. Да, чтобы не выключались. Тебе, Господь, слава за все и хвала, Отец Небесный. Аминь.